Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал Турция и жизни в горной деревне. У нас сегодня семейный влог. В турецких школах закончилось первое полугодие, раздали оценки, карне и отправили на 2 недели отдыхать. У нас погода, конечно, оставляет желать лучшего. Если вы слышите, сейчас идет очень сильный дождь. Этот дождь уже несколько дней, то ураган, то морозы, это все вот так вперемешку, и, 2 недели нам нужно будет сидеть дома. Кое-как прошло 5 дней, я уже здесь с детьми вешаюсь безвылазно, в общем. Девчонки, кто живет, мамочки в Турции, я вам желаю всем терпения и geçmiş olsun. В предыдущем видео, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Я рассказываю, что случилось с моей свекровью и почему она в тяжелом состоянии. А кто смотрел, всем спасибо за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я их все ей передала. Спустя месяц ей стало немножечко лучше, и я пошла ее проведать. Пока она не готова выходить на камеру, стесняется, говорит, что ужасно выглядит, но передает вам огромное спасибо и пламенный привет. Дети потащили с собой нашу собачку, не успели зайти мы в калитку, нас встретили 3 маленьких козлика, и все они, в общем, детки, давай там играться, резвиться, бегать. Эти у них маленькие, только родились они, но мамка у них, к сожалению, умерла при родах. В общем, что-то там с ней случилось. Такие сладенькие. Ай, такие сладенькие, маленькие. Ой, вы мои курошечки. Махонькие совсем. Чтобы они там не замерзли, молочко пили. А мы их взяли домой. Совсем груднички еще пока. Шишку шашут. Ну, мамки нету. Пьем с бутылочек, да? Ой. Мамка пришла, молочка принесла. Köpek taşıktı. Şuna bak. Ne kokuyor acaba? Yerden tavşan mı arıyor bu? Скажи, их 3, а я 1. У меня нет молочка и сиськи нет. Чего ты? Сейчас получишь ты по лысине. Резвятся малышня. Сейчас забодает тебя. Hadi oyna hadi. Oyna hadi. Hadi koş. Hadi. Hadi bakalım gel. Hadi oynayalım. Hadi koş. 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 Buna ver, ağzına verdin mi? Ona göre hasta olmuyor. Sıra sıra. Bekle bakalım bekle. Şimdi kim gelecek? Hı? Hadi gel bakalım dur. Aç gel. Aç bakalım aç. Açarsın şöyle.
Şimdi de sen gel. Hadi bakalım şimdi. Aç ağzını. Açayım, aç. Tamam. А теперь пошли укольчики, типа прививок. Вообще ветеринарная клиника и услуги здесь очень дорогие, прям очень-очень. Я нигде так не видела, чтобы такие цены были. Пошли за ним. Вместо мамки. Это у нас алой от мороза. Мороз стукнул и попортились они, конечно. Жалко. Отрезать, наверное, уже их надо. Чуть не забыла поделиться с вами хорошей новостью радостной. Наш дед купил машину, потому что у него есть только мотоцикл. И летом на мотоцикле ездить, конечно, классно. Вы часто замечали в моих видео спускаться с гор. Но зимой, конечно, это совершенно не в радость. Так как мой муж постоянно на работе, и в частых случаях нас вниз спускает дедушка. И в школу, и по моим каким-то делам. И поэтому он для внуков, чтобы мы не мерзли зимой, купил эту подержанную машину. Это наша советская «Лада». Выбрались немножко с детками погулять, потому что у нас каникулы 2 недели, я уже с ними повесилась. 5 дней только всего прошло, а мне уже все, у меня нервы не хватает. Думаю, надо сегодня прогуляться, пойти спуститься. Вот, кстати, машина, девчонки. Зацените. У моего папы была такая в 90 с хвостиком. Неплановая ситуация, в общем. Перед тем, как бросить нас, привел нас в какую-то канаву. Тут пруди рыб, говорит. Мама, я читаю. Это он здесь видел рыб. Я, честно говоря, что-то их тут не разглядела. Но их очень много. Вот эта канава попадает, в общем, прямо туда в море. Пошел Луку показывать. Камыши тут вокруг. Или одни камыши. Что это такое вообще? Дедушка с наших гор спускает нас где-то минут 10, а потом мы попадаем на главную дорогу, где ездит государственный большой автобус, который везет нас уже в центр. Заходить в этот автобус нужно только спереди. И если хочешь выйти, нужно нажать на вот эту кнопочку красненькую. Тогда он только остановится. А где нужно выходить? Выходить надо только последние двери. Задних дверей. Вторую и третью. Да, с первой только заходим. И вот так вот мы проезжаем через море. Так как все наши дела, курсы, магазины, базары, это все находится в центре. Это что, твой класс такой классный, да? Вон там учитель их сидит. Там доска у них есть. Еще бывает на этой стене видео, типа видеоуроки какие-то там, в общем, включает, да? И что вы играете тут потом? Матч делаем. Расскажи мне, какие это у тебя фишки тут. Да, вот это что? Это шах. Это шах. Остальные кто? Это конь. Ага, остальное. Это пион. Это визирь. Ага. Кто? Филь. Слон. Это дозофиль. Ага. Это ад. Лошадь. Ад. Я не знаю, пион. Пион все, да? Умничка, мамина. Все, я пошла, тогда занимайся. Вот эта дверь открывается только когда заходишь и выходишь. А так уроки всегда ведутся за закрытой дверью. Оставили нашего живчика на шахматах. И пойдем немножко сейчас дела поделаем. Хочу зайти в свой любимый магазин специй. Как раз вам сниму очень интересный магазин. Там чего только нету. И хочу зайти. Меня позвали в салон красоты работать.
Хочу посмотреть, как, ну, какие там условия, все вот это спросить. Еще нам надо зайти в книжный магазин. Дочка у меня переходит уже в лицей, это в старшие классы. В какой класс ты сейчас? 8-й. 8-й? Да. 8 класс. Переход в 9. В общем, это отдельная история, уже отдельные экзамены, отдельная программа. И хочу здесь купить ей тестовые книжки. Книжные магазины вообще в Турции, они очень довольно-таки дорогие. Книжки здесь тоже дорогие. Но нам один мальчик, короче, нас пожалел и подсказал, что у нас, говорит, есть специальный отдельный стенд со старыми книжками, говорит. Ну, с прошлогодними, позапрошлогодними, говорит, они уже не популярны и не востребованы. И мы, говорит, их продаем все по 50 лир. И вот сейчас пойдем, короче, повыбираем там. Ну, мы до этого уже пару штук взяли. Дочке очень понравилось и очень довольно-таки соответствует программе, которую сейчас они проходят. Пойдем сейчас другую брать. Вот такие огромные стенды у них здесь с книгами. Книги довольно-таки не дешевые. 300, 400, 500, короче. Смотря насколько она популярна. И учителя советуют, они выписывают, какие нужно, в общем, новые книжки, которые выходят. И приходишь сюда. А это наш стенд. Все книжки здесь по 50 лир. Выбирай любую, да? Что ты сейчас выбираешь? По математике? Да. Нам сказали, что популярность этих книг проходит. Например, сейчас 26-й год, и книги за 25-й, они уже не популярны, их никто не берет. И поэтому они считаются уже старыми. Хотя программа и все остальное, оно остается. Да? И мы решили поступить по-умному и купить. До этого она уже купила по математике, у нее программа абсолютно идентична. А мы решили сейчас взять вторую часть. Мама, вот этот еще хорошо, он сказал. Он сказал. Он откуда знает? Он сказал, и все. Посмотри на сложность, посмотри на задание. Сложное, так, мама. Сначала экзерсис, потом начинается маратон. Видишь? А потом мы идем гулять с дочкой по магазинам, там, сям, и она постоянно надо мной угорает, как я общаюсь с турками. И все вместе пир устроили. Кошечки и собачки все вместе. Aç git сказала. O ki eki orada çoğunluk ekini getiriyor oraya. Ne çekiyorsun beni? Кошечки и собачки, и не var. Daha sen burada kaç tane köpek görüyorsun? А ты хочешь сказать собака? Da Нет, а я тетке сегодня позвонила, что сказала? kuzeylerde, А надо было сказать. kuzenlerinde. Kuzenlerinde это у двоюродной сестры. Bak daha hala düzgün söyleyemiyorum. Kuzenlerinde, А как? kuzenlerinde. Кузенlerinde надо сказать, это она была у двоюродных братьев. А я сказала, Kuzeylerde, а кузейлerde что такое? kutupta. Что это такое? Это там берлога. Да, Медвежья берлога. да, с медведями не спала вчера. Твоя подружка вместо сказать, что с двоюродными братьями, она спала с медведями. Да. Еще она мне там же все чекио же там, она мне написала вот А это. Wi-Fi тоже в берлоге ловит, Да. она тебе... И она мне фотографию отправила с медведем вместе, как она спит. Вот так вот, девчонки, мой ни турецкий, ни русский, не идеальный. Я где-то осталась посередине. На каком языке разговариваю, на каком-то своем. Но хотя, кстати, у меня туркменский идеальный был. Пошла, поговорила, в общем, с этим, куда меня позвали. Что мне сказали там? Старая. Что я старая уже? Девчонки мне сказали, мы ищем работника 17-летнего, но без стажа, без ничего. Они, оказывается, просто ученика искали. А я не так поняла и приперлась, короче. А то мы вышли оттуда, и дочка ржет, говорит, мама, ты, говорит, они тебя, говорит, прям тебе в лицо, говорит, старухой назвали. Я говорю, спасибо. Такие донерчики здесь продают, запах. Пока идешь, конечно, бомбический, да?
Хочется сразу все сожрать. Вон там. Вот. Спортивный магазин. И вот этот мой любимый. Сейчас мы туда зайдем и все снимем, да? Это у нас sушеные овощи. Ya hepsi var. Ha, ya bu sene yemekte sıkıntı var herhalde ya. Ama İnşallah yarın cumartesi günü. Здесь столько всего, девочки. Я здесь покупаю и эфирные масла, и отдушки. Что только нету. И всякие зерна, масла перемолоты. Это мой любимый магазин. Чего только здесь нету. Что только твоя душа пожелает. Я вообще люблю в этом магазине гулять. Я прям здесь часами пропадаю. Там смотрю, тут смотрю. Сушеные. Это у меня выпрашивают какие-то там куруфрукты. Да? Какие хочешь ты? Seni de çekeyim olur mu? Merhaba. Kahvelerimiz bunlar. Tamam. Biraz Çekecek alacağım. misiniz? Здесь мыло натуральное. Но насколько натуральное, это еще нужно подумать. Здесь специи всякие интересные. Чай зеленый. Перчики всякие. Глаза только и разбегаются, чего только нет. Джек Мутатлы. Проблема, вот, которая мне не нравится в Турции, это то, что дома прям близко-близко друг к другу, смотрите. Прям вот на вытянутой руке. И об этом вот вам и говорила. Про окна. Кто не видел, обязательно посмотрите мое видео. В описании оставлю ссылочку. Здрасте. Вот такие дома. Здесь тоже. Прям друг с другом прилипшие. Я бы, конечно, не хотел так жить. Лучше в моей деревне, разваленном доме, но зато без соседей. Куда собралась? Каску одень. А теперь в атаку. Я пошутила. Вот такой себе таз купила. Таз или что это, в общем, не знаю. Белье вешать. А то я все с тазиком хожу. Она говорит, мам, не позорься, уже с тазиком возьми, говорит, себе вот такую штучку. Взяла. Всего лишь 50 лир. Я наткнулась на вот такие шкафчики. Стоят бесхозные, нахрен никому не нужные. А это от моего кухонного гарнитура. То, что вы мне пишете постоянно, что он, что сверху у меня нету полочек. Девчонки, я их нашла. Только не знаю, кому обратиться, все везде закрыто. Потом я ее оставляю на курсах пианино и иду за своим сыном. У кого есть младшие дети, вы знаете, что на них всегда уходит больше внимания, больше времени. И на старших мы порой иногда немного забываем и порой не понимаем. Мы иногда на них накладываем ответственности больше, чем нужно. И когда мы с дочкой остаемся одни, ей это очень нравится, со мной вместе гулять, проводить время, чисто один на один. Она очень счастливая становится. Так что, девчонки, хочу вам посоветовать, никогда не забывайте про старших детей, и что они тоже дети, и им тоже нужно столько же любви, сколько и младшим. А на обратном пути я решила купить 2 мешка хлеба сухого в пекарне. Они его дают подешевле. Для моих курочек, собачек. Они его очень любят. Обычно, чтобы я не тащила тяжести, муж меня забирает на машине. Но в этот раз у него не получилось, у него были дела. И он говорит, оставь этот хлебушек, возьмешь в следующий раз. Но я же и баба, и мужик.
и коня на скаку, девчонки. Это у нас в крови, оно никуда не девается. Я взяла эти 2 мешка и тащила их. Эти хлебы несу. Все смеются надо мной. И ни одна сука, блядь, мне не помогла ничего. Я, наверное, 2 километра так шла. Если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк и поделитесь с ним с друзьями. Так вы поможете каналу развиваться. И обязательно оставьте комментарий, так как ваше мнение для меня очень важно.